Больше 200 человек собрались в актовом зале 5-й школы. Жители начали собираться на сход задолго до его начала. Многим не терпится озвучить свой вопрос руководству республики, а на повестке дня их немало. В начале встречи глава районной администрации подводит итоги 2016 года, подчеркнув при этом, что сделано в селении по линии социально-экономического и общественно-политического направления. Адам Цичоев в своем докладе обозначил также ряд проблем и пути их решения. Деятельность администрации сельского поселения в истекшем 2016 году, как и в предыдущие годы, была направлена на реализацию конкретных задач по обеспечению жизнедеятельности организаций, учреждений социальной сферы, смягчению кризисных явлений в социальной сфере, стабилизации общественных отношений, повышению жизненного уровня населения. В Новом Виданте 5500 жителей, из них около 600 человек безработные. В сельском поселении нет фока, скверов и парков, детского сада, а 2 имеющиеся школы перегружены. Впрочем, перемены к лучшему не за горами. В этом году по плану начнется строительство новой школы и откроют Дом культуры. В сельском поселении Новый Видант начато строительство, вы знаете, детского садика на 220 мест. В этом году строительство будет вестись более активно, поскольку там поступили финансовые средства. Отведен земельный участок по строительству Дома культуры. С главой республики посетили участок земельный, где это будет строиться. Дано указание до конца года сдать в эксплуатацию Дом культуры, где также помимо актового зала будет помещение для того, чтобы могли вестись кружки по различным видам. Отчет окончен, начинаются вопросы. И первым к Юнусбеку Евкурову обращается родственник Ахмеда Альянова, основателя селения, который поинтересовался, возможно ли назвать в честь него эту школу. Глава региона ответил, что такие вопросы необходимо решать сообща с местными жителями. Кто против? Кто за? Хорошо. Кто против тогда? Так будем. Все за? Кандиви. Налгеш долго вона дал крайне мол таган он не кадал дича хавича урсуги сак фасак малсак футбол бява юрта директор школы юрта оформить да через министерство образования чтобы ходили. Поднимает на сходе и вопрос разбитых дорог. К примеру, на улице Асканова, как сетуют местные жители, в дождливую погоду просто невозможно выйти. Нет и нормального освещения. Ответы здесь, как и вопросы, не заставляют долго ждать. В скором времени, обещает глава района, этот вопрос будет решен. Еще одна головная боль местных жителей – несанкционированная свалка рядом с кладбищем. Когда, наконец, ее ликвидируют? Затронули на встрече и вопрос о снятии занимаемой должности главы местной администрации по подозрению в коррупции. Присутствующие просят Юнусбека Евкурова лично разобраться в этой ситуации. Домашний арест положи, если закон позволяет. Закон позволяет, значит, цахварить стан. Цахвиз. Ляса чему чмелавыз? Азианец. Но закону еще ждите, азиалчида дарес. Но закону можно, что цахварить, азиан даст чего? Что не сказать, что не сказать ровным образом халязер. Хоть уточнить, я малага, новый редакт, хорошо, неплохой парень. Подняли на сходе и вопрос о недавнем нападении бандитов на контрольно-заградительный пост в Малгобеке, когда один из полицейских получил огнестрельные ранения и были уничтожены 2 бандитов. Один из нейтрализованных предварительно опознан, как находившийся в федеральном розыске активный член бандподполья. Жители поинтересовались, правда ли, что нападение взяла на себя запрещенная в России террористическая организация ИГИЛ. Как минимум, Бик дузар видае, чербижи варит, чербижи видае, да, альдявижи, чербижи вежливее, салтуки евежи, вожижи, как мы пхац эйс хабул бя канал хансицарс, хабул бешенах, но казалось это что, харс някат бямпыш, иш някат бямпыш, цар герди цар дошел мужчинам так вин абулар далгеш толца, цар квартовый цар мержовый.
Шекдани, адал болбуш, болбу. Канлах бицар, бирир бицар, диса, абхкапуш. Буаберш, аяғаш біз игилыш бас, мигилыш бас. Еғалай бұяж, ванеқи хақин нақ бұсыл дис қояж, вел чоға бұсыл дис қояж белыш. Вел чоға бұсыл дені бұсы вай, бұсыл ден дуақыш вайды, вел чоға бұсыл бұяж, бұлеш үшбі. Хаят тәтіс. Юг опять. Адыл бол берді, қуан дені, лом дені сирону чан шейдуға танзыр құтты. Соғым шеку яц Аллаху Мухаммад дисадат үді да дейінші. После нападения. Дал хвастима после латкейна, шейдуал дыра, шейкунги халыра, шейнах халыра. Подкрепление акары шакивин авлавскич. Шакивин авлав, дуахждыцан. Даян дейтери. Дигр дядейтери. Цяды. Пожалуй, один из самых острых вопросов в селе – задолженность за услуги ЖКХ. Только за один газ долг жителей Нового Реданта составляет свыше 80 миллионов рублей, а за электроэнергию платят только 40%. Квартал один раз на уровне председателя правительства Российской Федерации мы главы собираемся, отчитываемся вот по платежам. В квартал один раз. То есть каждым раз все жестче, жестче. И тарифы у нас, которые сегодня есть, они самые низкие в стране, вот на Северо-Кавказском федеральном округе. И по нашей просьбе продлены они до конца 2018 года. Продлены. Самые низкие тарифы. Ну давайте мы тоже как-то отнесемся к этому. Я согласен, когда то, что вам накручивают, не давать, согласен, я вас защищу. Но то, что вам положено, хотя бы заплатите. Текущие платежи заплатите хотя бы. За 2,5 часа на сходе граждан успели обсудить немало вопросов. На каждый из них дан исчерпывающий ответ. В завершении встречи старейшины села поблагодарили руководителя региона за участие в решении ключевых проблем населенного пункта и открытость таких встреч. Светлана Томова, Хавач Гойгов. Новости 24.